А для того, чтобы понять музыку Жиганова, Бетховена, Чайковского, не нужно знать ни татарский, ни немецкий, ни русский язык. Это универсальный язык. Назим Гаязович был, я так понимаю, очень раздосадован. Он со мной дня два не разговаривал. Вообще избегал. И, в общем-то, это бойцовский характер, хоккейный, по сути, он пронес всю жизнь. Он очень поэтому высоко ценил Хайдара Бегичева. Какая нота? До диез. 15 января исполнилось 111 лет со дня рождения выдающегося татарского композитора. Назим Жиганов – самая крупная фигура в истории татарской музыкальной культуры. Он не просто крупнейший композитор, оставивший после себя бесценное творческое наследие, но именно ему обязаны своим созданием и становлением Татарский театр оперы и балета, Союз композиторов Республики Татарстан, Государственный симфонический оркестр и многие другие организации музыкальной культуры республики. Ну а мы сегодня пришли в музей Назима Жиганова. Это квартира композитора, в которой он жил последние 17 лет. Пришли, чтобы вспомнить о великом композиторе и услышать воспоминания и рассказы о нем его внука Алексея Егорова. Каким вы его запомнили? Вне профессии, открытый, очень благожелательный. Вот такой, конечно, уже затертое слово добрый, но вот именно вот такой человек, с которым хотелось разговаривать и общаться, и который общался, и заинтересованность во всем. Естественно, он в детях, во внуках очень интересовался, чем они занимаются, и очень, конечно же, хотел, чтобы его дело кто-нибудь продолжил, поэтому я думаю, у них и с мамой такая близость была, потому что, в общем-то, из детей она единственная, кто по музыкальной стезе пошла. Вот. Ну, например, когда мне было лет 20, а я что-то там, учился на фортепиано в школе. Потом мне мамина подруга, очень хороший преподаватель, Генриетта Отрикова Андреевна, пару лет со мной занималась в консерватории. Вот. А потом я там на гитаре сам научился играть. Вот какие-то аккомпанементы стал подбирать к стихам. Это было очень все. В каких рок-группах играл. Вот. И когда он услышал, он, значит, вполне серьезно предложил, чтобы я из университета ушел в консерваторию на композиторское отделение. А почему же вы все-таки... Мне учиться тогда, мне больше нравилось играть, чтобы на сцене, чтобы все аплодировали, радовались. Девочкам, чтобы нравилось. Хотелось популярности сразу. Конечно. Да. Вот поэтому я и в школьной группе играл, в университете у нас была такая интернациональная фолк-группа, там был клубенец. А он ходил на ваши выступления? Нет, я не об этом. Мамина он в молодости слушал, нет, ему не до этого было. И, наверное, он считал, что это все ерунда. А вы вообще делились своими работами, идеями? Нет, а потом я еще в панк-группе играл с Иваном Дровым. У нас была такая достаточно известная группа. В 16, 17, 20 лет, в общем-то, люди за 40 уже кажутся... Уже старыми. Не то, что... Да, не то, что старыми, но как бы тебе нет необходимости... Вот нет такого необходимости делиться. Только потом понимаешь, что сколько пропустил, какой же ты дурак был, что... Мне мама всегда: ты приди, расскажи, поделись. Она это понимала, она очень мудрый человек была. Что общего между буквой и нотой? Вот вы бы как ответили? Звучание, наверное, да? Совершенно верно. И то, и другое служит графической передачей звука. Так. То есть и дальше я иду, и звуки, буквы складываются в слова, слова складываются в предложения, предложения в тексты, рождается там поэзия, драматургия, проза. Вот. Ноты складываются
там, в созвучие, в аккорды, в гармонии, в музыкальные фразы. Из этого рождаются симфонии, песни, романсы, оперы, балеты, все что угодно. И что же общего? И то, и другое — это язык. Но если для того, чтобы прочесть Тукая в оригинале, нужно знать татарский язык, для того, чтобы Пушкина прочесть, нужно знать русский, для того, чтобы прочесть Петрарку — итальянский, а для того, чтобы понять музыку Жиганова, Бетховена, Чайковского, не нужно знать ни татарский, ни немецкий, ни русский язык. Это универсальный язык. Не случайно его Толкин сделал языком Бога. А один из джазменов, блюзменов американских сказал, что он про блюз сказал, но это можно и ко всей музыке отнести. То блюзом Бог нам напоминает, что он есть. А вам приходилось наблюдать за работой деда? Как вообще он меня работал? выгонял. Если вот в консерватории, в общем-то, когда он был не так сильно занят, можно было прийти мне, он меня пропускал, очень был рад. Вот, и я там маленький ошивался часто. Там у него, кроме белого рояля, стояла еще физгармония и клавесин. Причем клавесин такой, там белые клавиши были черными, а черные белыми. Мне очень это нравилось. Вот, но если он что-то серьезное, там такой очень мрачный взгляд, и сразу ты закрывал дверь. А было вообще такое, что он учил, что нужно играть так, вот эти? Это один раз, когда я провалился при поступлении в 10-летку. Вот со мной я очень готовился. Вот. Причем там нужно было спеть, я выучил, мне было лет 6 песни. Жил-был Анри IV, он славный был король, любил вино до черта, но трезвал порой. Я готовился очень сильно. А там же зал такой большой, 10-летки у нас. Я еще не был готов, я пел в комнате. Вот, а я на сцену вышел и, видимо, потерял сознание. То есть я что-то делал. И все решили, что у меня нет ни слуха, ничего. Вот. И тем более, что фамилия у меня там была Егоров, как бы. Ну, и сказали, что на следующий год пусть. Вот. Назиб Гаязович был, я так понимаю, очень раздосадован. Он со мной дня два не разговаривал. Вообще избегал. То есть, казалось бы, там ребенок такой. Но потом, когда, значит, он меня вызвал к себе в кабинет, и вот вы сейчас сказали, что он меня, значит, поставил, я стоял, значит. Так. Здесь он так стоял за роялем. Какая нота? Соль. Какая нота? До диез. Потом повтори. Слух есть. Год не поступать никуда, готовиться, на следующий год поступит. Ну, хотя, если подумать, вы не поступили... Там, да, поскольку, ну, тоже не секрет, то, что он дважды был женат. Да. Вот, а я как бы представитель первой семьи. Вот. Ну, естественно, бабушка, она не простила, она очень любила его до конца жизни, но, тем не менее, очень часто вступала в пику, когда она услышала, что вот, значит, так он. Так решила, она пошла к Ровиму Львовичу Полякову, который жил в соседнем Парадном у нас, директор первой музыкальной школы, основатель. Меня туда привела. Я поступил в первую музыкальную школу. Что вот там увидели, что у него слух есть, а вот там вот в 10-летке у Жиганова, у родного внука слуха не услышал. Вы знаете, а если вот так вот подумать, ведь хватило бы одного звонка, Назиб Гаязович. Это исключено. Когда мама поступала, он был, во-первых, он распсиховался, потому что он думал, что моя фамилия, его фамилия, и я провалился. А потом, когда Егор фамилия, потому что не опозорился его. Вот, нет. Когда мама поступала в консерваторию, он издал приказ о том, что у абитуриентки Жигановой не принимать документы. То есть, почему? Семейственность. Как так будет учиться в вузе, где отец ректор? Так ведь он сам хотел, чтобы в семье был человек, который вот, понимаете, это вот сейчас это просто какие-то поступки, они непонятны.
Тем более, когда сейчас как бы всячески, то есть, ну, это нормально. Да, когда все способствуют. Да, все наоборот способствуют, и, ну, трудно осудить человека. А нет, здесь было вот ему как бы потом старшие товарищи по партии подсказали, что он нарушает закон. Вот, и он как бы потом уже написал, что ты молодец. Там. Как же вашей маме, наверное, было тяжело? Очень, на самом деле. Потому что многие полагают, то, что раз консерватории, где отец ректор, ну это было, так скажем, отягчающее обстоятельство. Да, она могла прийти и поговорить так, как кто-то другой, может быть, не мог поговорить. Но он человек был не подверженный влиянию, в общем-то, и принимал решения самостоятельно. И это была ответственность. Да, я читала одно интервью, где вот ваша мама рассказывала о том, что если они ругались с Назибом Гаязовичем, то они ругались основательно. Они очень похожи были. Это, то есть, вот говорят же дочери, а не папины. А здесь это было вот полностью. То есть это абсолютно, и, как бы они похожи были внешне и по характеру. То есть тоже по целеустремленности, по такой хорошем смысле жесткости. То есть вот то, что в профессии, там скидок и снисхождения никаких не было. А это вот рабочий стол, да, Назиб Гаязович? Да. Все сохранилось в том виде? Ну, он был жив? Больше бумаг здесь было, потому что, в общем-то, были какие-то больше книг, больше рукописей. Было стекло, под стеклом фотографии. Вот, ну, телефон, он, наверное, не функционирует. Ну, он нет. На самом деле это все сейчас вот мы как бы подготовили концепцию и проект реконструкции музея, чтобы сохранить уникальную вот эту мемориальную обстановку, в то же время насытить какими-то новыми музейными решениями. Вот сейчас есть очень хорошая такая фишка, когда используются вот эти телефоны, и там, предположим, можно услышать голос главного героя. То есть нет, во-первых, сохранились же как бы записи Жиганова и видео, и голос его, и что-то там он рассказывает. То есть человек берет и Ой, вот как слышит. Интересно. Да, то есть это, ну, я его использую, когда приходят особенно младшие классы, вот. Я говорю, некоторые даже вот спрашивали, это что? Я говорю, телефон, все достают там айфоны, смартфоны, вот телефон. Вот, я говорю, а знаете, как звонить? Там молчок. Особенно у младших-то, у старших там некоторым еще достались такие. Ну, обычно там девочка какая-нибудь руку поднимает, говорит, я знаю. Я говорю, что надо делать? Вот надо набирать здесь номер. Все хорошо, набрали, что дальше? Дальше разговаривать. Я говорю, а трубка? А что трубка? Я говорю, что надо трубку сначала знать, услышать, то, что длинный гудок. Ну и тут вот фигурка. Да, хотела спросить хоккеиста. Вот про эту необычную фигурку, очень интересную фигурку хоккеиста. Что это за фигура? Это фирменный на рабочем столе композитора. Да, сувенир хоккеист, фирменный сувенир изготовления нашего моторостроительного объединения Казанского. Жиганов был депутатом. Я так понимаю, он был на встрече с избирателями со своими в начале 70-х годов, и ему преподнесли вот такой подарок. Ну, подарок очень традиционный, поскольку моторостроительное спортивное общество этого завода, это база, в общем-то, откуда родом наш Акбарс. Там сначала с Каурицкого, Итиль, вот, а потом Акбарс. Вот, закономерно композитор и хоккеист. Но удивление это только, так скажем, такое есть по поверхности скользить, потому что вот в письмах я нашел письмо его друга по детскому дому, а Жиганов детдомовец, с 5 лет сирота, где тот вот, друг его вспоминал о том, что он лучше всех катался на коньках, когда никто не умел, показывался, как надо кататься. Вот. И еще такое тут же воспоминание. Это при том, что его, наверное, никто не учил? Нет, они сами учились. Какая-то, говорит, у нас там замерзшая в Уральске, он из Уральска родом, лужа была, он там минут 40 поучился и лучше всех был. Вот.
Ну, бабушка, правда, его первая супруга, моя бабушка, она лучше каталась, он в письмах тоже это признает. Вот, но зато тут же идет воспоминание, что помнишь, к тебе, а Жиганов был первым пионером, комсомольским таким активистом, очень как бы идейным человеком. И пришли там 4 или 5 малолетних преступников из колонии избить, значит, ну так и воровская, как бы, как почти по Гайдару, да, к Тимуру пришел Мишка Квакин с поддержкой. И он говорит, всех ты их отметелил. Ну то есть в меньшинстве играть умел. И в общем-то это бойцовский характер, хоккейный по сути, он пронес всю жизнь. В одной из статей о Жиганове я прочитала, что в 60 лет он удивил всех своих гостей, встав на руки, и вот он... На даче это было, да. Да, что это за история? Вы были? Ну, я не был, это Иван Назипович, его младший сын, он вспоминает, что было такое. Ну, я помню, вот когда... А как же так? А это же нужна определенная подготовка, либо он занимался спортом, получается? Ну, во-первых, это потом до меня только стало доходить. Вот он, Джалиль, его ближайший друг, и вообще это были люди, они, физическая подготовка там и военная, и армейская подготовка была важной составной частью их воспитания. Они же воспитывались, это эпоха бури и натиска была, 20-е годы. Их же готовили, чтобы нести знамя коммунизма и выдружать его во всем мире. Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. То есть это железное как бы поколение, которое... Поэтому это вот потом, это вот парадокс исторический, то, что они оставили такое очень доброе, светлое творческое наследие. Там я вообще не отдавал себе в отчет, что вот насколько это крутая личность, и то, что ты, по сути, там, я не знаю, общаешься. То есть это был просто дедушка, да. В интересном месте работает, там интересный кабинет у него, дача интересная. Ну все, как-то это все было очень просто. И, то есть можно было пойти там и с грибами там, на речку. Вот, какого-то ритуала вот этого не было совершенно. Вот, ну, есть люди, которые как бы, да, это я без осуждения всякого говорю, может быть, в этом тоже есть в чем-то. Но он был очень, как так это все органично. И поэтому, наверное, когда меня выставляли маленького из комнаты, и начинал он за ним там работать, то это казалось, ну как так, разве я смогу? Ну, оказывается, можно помешать, здесь нужна полная, видимо, отрешенность. Здесь нотные издания в основном, а композиторах здесь вот это татарской музыки очень много. Вот есть ну да, здесь с автографом, то есть они как бы дружили с Шостаковичем, с Хачатуряном, здесь это с Рахлем, Мансуров, вот Шакирович. Они собирались вместе? Ну нет, все вместе нет, конечно. Но Шостакович дважды приезжал в Казань по приглашению Жиганова. Вот он мастер-класс, там занятия с композиторами проводил. А вот я здесь вижу фотографию Баки Урманчи. Они дружили. Они дружили, да? Ну, один из лучших портретов, да, я думаю, лучший портрет Жиганова, уже зрелого, это Урманче принадлежит, знаменитый. Вот. Говорят, что только в татарской музыке есть такое понятие «мон». Вам известно? Да. Он очень поэтому высоко ценил Хайдара Бигичева. Кстати, вот хотела спросить о его любимых исполнителях. Ну, он очень любил Сару Садыкова. Вот. Но он ее потом, он был очень требовательный, поэтому он ее критиковал очень сильно. Вот. Но по ее воспоминаниям она была человеком, который правильно ко всему этому относился. То есть, если он кого-то, он считал, что вот человек заслуживает внимания, это бремя было, потому что он не слезал, он мог как бы на улице, композитор, а ты что написал? Вот, а что ты, а почему, а ты что не работаешь, не пишешь, а ты не умеешь, давай мы тебя научим, пошлем учиться будешь.
вот этот Рубин Кабирович Абдулин вспоминал, там же, когда устанавливали орган, он строго запретил всем в этот зал заходить. А всем было интересно, и, значит, Рубин Кабирович вспоминал о том, что вот он туда пошел. И вдруг, говорит, так, чук, на плечо ложится рука. А ты что здесь делаешь? Я запретил. Ну, интересно же, Назиб Гаязов. А что, поиграть хочешь? Ну, я не умею. Научим. Будешь учиться. Назиб Гаязович, у него есть хорошая фраза, то, что тот, кто любит музыку, он счастливее, он богат. Любите музыку. То есть даже ты не стал музыкантом, но у тебя вот это есть часть, а это вот, ну та, я не знаю, там отдушина или просто... Классно! Вы знаете, я всегда раньше удивлялась, думаю, как можно играть двумя руками, когда одна играет одно, вторая же тоже должна что-то играть. Да, это верно. Это, кстати говоря, как Жиганов же он слухач был сначала. У него есть рассказ, как он впервые лет 8 или в 7 увидел рояль. Причем сначала они думали, что это какой-то черный ящик, где гостинцы им прислали в детском доме. Вот, и потом воспитательница поиграла, ушла. Все дети были в восторге. Дети были в восторге, попытались поиграть, но у них ничего не получилось, они потеряли интерес. А Жиганов обратил внимание о том, что если нажимать на черные клавиши, получается, да, татарский мелодию. Он подобрал чуть ли не колыбельную, которую мама ему пела. Первый же вечер. И стал вот так подбирать. Потом... Это же, получается, вот у человека абсолютный слух, да? Это... Да. Потом, на его счастье, пришла в детский дом учительница, которая стала их учить музыке. И полгода он с ней занимался. Правда, потом признался, что от нее убегал, потому что она как бы там гаммы заставляла, арпеджио учить. А ему же на сцене все же, никаких там этих, так скажем, только живая музыка. А он все стал подряд, там, вальсы, польки, мазурки, танго, фокстроты. И стал звездой детского дома, его там возили в другие детские дома.